В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Последняя рабочая в 2019 году неделя выдалась довольно насыщенной в информационном плане. А началась она с назначения исполняющим обязанности главы администрации Гагарского района Астамура Кецба. Однако представление коллективу нового руководителя не состоялось из-за того, что возле здания администрации собрались определенные люди, которые были настроены против данного назначения. Комментируя сложившуюся ситуацию, Астамур Кецба отметил, что не хочет накалять обстановку и поэтому принял решение просить президента не представлять его кандидатуру и отменить указ о его назначении. В тот же день Рауль Хаджимба подписал указ, согласно которому временное исполнение обязанностей главы Гагарского района было возложено на первого заместителя главы районной администрации Владимира Джения. В четверг, 26 декабря, на состоявшемся очередном заседании сессии парламента депутаты не приняли предложенный проект закона республиканского бюджета на 2020 год. Парламентарии также отложили рассмотрение бюджетов внебюджетных фондов. Беслан Барателия был переизбран председателем Национального банка Абхазии на еще один пятилетний срок, а Руслан Тыркба утвержден в должности первого заместителя генерального прокурора. Кроме того, народные избранники утвердили смету расходов на содержание Нацбанка и определили организацию для проведения внешнего аудита главного банка страны. Более 20 вопросов было включено в повестку дня заседания сессии парламента 26 декабря. Депутаты начали работу с рассмотрения представленных на утверждение кандидатур. Так, на должность председателя правления Национального банка главой государства была предложена кандидатура Беслана Барателия. Беслан Владиславович по уровню образования, квалификации, деловым качествам соответствует тем требованиям, которые предъявляет закон о Национальном банке для кандидатуры руководителя данного учреждения. Второй кадровый вопрос касался рассмотрения кандидатуры Руслана Тыркба на должность первого заместителя генерального прокурора. Парламентарии приняли решение провести голосование по обоим обозначенным вопросам тайным способом. В итоге обе кандидатуры были утверждены депутатами. Согласно повестке дня, парламентарии также определили организацию для проведения внешнего аудита Национального банка Республики Абхазия. В этом году аудиторской компанией назначен ФБК Грант Тонтон. Мы неоднократно уже эту фирму, она проверяла деятельность нашего Национального банка. Мы опять решили выбрать эту фирму по одной простой причине, что оплата услуг у них такая, на наш взгляд, была более-менее оптимальна. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год на сессии озвучил Беслан Барателия. Он отметил, что большое внимание планируется уделить развитию национальной платежной системы АПРА, расширению географии приема карт. Начата работа по интернет-эквайрингу карт АПРА, что позволит держателям карт АПРА осуществлять покупки через интернет. Следующая задача у нас будет это продолжение сотрудничества с системой денежных переводов «Контакт». Дальше будет развиваться работа с следующего года по организации мобильного приложения для клиентов. Это очень востребованная услуга, с тем, чтобы наши граждане могли пользоваться новыми технологиями, новыми качественными сервисами. И последнее еще направление – это выпуск бесконтактных карт АПРА. Народные избранники определили суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия и аппарата уполномоченного по правам человека. Следующий вопрос, а именно проект закона о республиканском бюджете на 2020 год, на рассмотрение коллег представила председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Наталья Смыр представила проект закона с внесенными в него поправками. На основании заключения Контрольной палаты, и самое интересное, друзья, впервые представленного экспертного заключения Абхазского госуниверситета, комитет предлагает по доходам увеличить в общей сумме 72 миллиона рублей, а именно ввозной НДС увеличить на 7 миллионов 700. Доходы в виде прибыли, приходящиеся на долю уставных капиталов организаций или дивидендов по акции, принадлежащей Республике Абхазия, 50 миллионов, которые не были предусмотрены. Данные поступления предусмотрены по дивидендам от долевого участия ГК «Абхазтоп» ООО «РН Абхазия». Доходы от перечисления чистой прибыли, остающиеся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных организаций – 8 миллионов. Доходы, полученные от приватизации государственной собственности, увеличить на 6 миллионов 300. По расходам предусматривается увеличить
в следующем объеме 82 миллиона. Обсуждение законопроекта вызвало серьезную дискуссию. Ряд депутатов высказывали резкие мнения относительно структуры документа. И я считаю, я обращаюсь к депутатам, то, что не будем, давайте лишь бы нажать на кнопку и пойти отдыхать, а подойдем к этому вопросу хоть раз строго. Да, мы не можем парализовать власть, да, мы не можем, чтобы страна не работала, но мы и не можем такой бюджет принимать. Хочу спросить, можем ли мы принять бюджет, если расходы на содержание министерств и ведомств превышают затраты на реальный сектор экономики? Можем ли мы проголосовать за бюджет, в котором судебная власть, бюджет которой на 240 судей составляет около 100 миллионов рублей, об этом говорила Наталья Викторовна, и так при своей высокой заработной плате ежемесячно может делать себе начисления и премии, доводя заработную плату до 150-170 тысяч рублей в месяц. В то время как КРУ Минфина уже полгода не пускают в Верховный суд для проверки ее финансовой деятельности. Это вообще нонсенс. Можем ли мы принять бюджет, если Кабинет министров закладывает более 15 миллионов рублей на закуп автомобилей, в то время как в некоторых школах мы не можем обогреть классы, и дети ходят в санузел на улицу? Со стороны исполнительной власти слово взял министр финансов, вице-премьер республики Джансух Нанба. Речь идет о приобретении специализированной, в большинстве своем специализированной техники, а именно по приобретению автомобиля скорой помощи с ИВЛ для новорожденных. Речь идет о приобретении специального транспорта с подъемником для дома престарелых и ряд других транспортных средств именно вот такого назначения. Парламентским комитетом по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам проведена серьезная работа по анализу бюджета. Однако, по мнению Джансуха Нанба, исполнить бюджет с внесенными поправками в данный момент не представляется возможным. Увеличение расходной части в следующем году, не имея возможности исполнить те обязательства, которые мы берем на себя, мы столкнемся с ситуацией, что не те люди, условно, те организации, которым мы увеличили на бумаге финансирование, мы и их не сможем обеспечить. И, соответственно, обеспечить, свои потребности по другим направлениям. Это приведет к дисбалансу и, безусловно, будут возникать вопросы. В части предлагаемых корректировок нам видится возможным предусмотреть данные корректировки уже в следующем году на этапе корректировки бюджета на 2020 год. После долгого обсуждения народные избранники в соответствии с регламентом заседания сначала определились с тем, что будут голосовать за весь пакет поправок одновременно. Затем депутаты голосовали за данные поправки. Однако законопроект не был поддержан большинством голосов. Следовательно, проект республиканского бюджета с поправками был отклонен. Государство будет работать по параметрам бюджета 2019 года. И в течение первых 3 месяцев мы должны будем представить, не мы, исполнительная власть должна будет изменить и представить новый проект бюджета, который будет рассматриваться парламентом. В принципе, знаете, в данном конкретном случае ничего страшного не произошло, то есть финансирование никуда не денется, может оно будет более такое, знаете, как, может сокращено где-то в каких-то рамках. Но в сущности статьи по заработным платам, это будет 100% исполняться. Так что никто не будет ущемлен в смысле неполучения заработных плат и всего остального. Рассмотрение бюджетов государственных фондов также было отложено до следующего заседания. В завершении встречи парламентарии приняли постановление об отсрочке до 1 апреля 2020 года вопрос организации автоматизированной судебно-информационной системы. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Инала Гухава, Абхазское телевидение. 27 декабря в Народном собрании Абхазии продолжилось заседание сессии, начатое в четверг. Депутаты должны были рассмотреть постановление о бюджетах 6 государственных фондов – Пенсионного фонда репатриации, Внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Дорожного, фондов обязательного медицинского и социального страхования. Однако заседание сессии так и не было начато, так как некоторые депутаты не согласились с повесткой дня, в которую также был включен вопрос о рассмотрении проекта закона
закона о республиканском бюджете на 2020 год с предложенными спикером парламента Валерием Кварчей поправками. В итоге было принято решение обсудить детально проект данного закона и поправки к нему на заседании профильного комитета, а заседание сессии парламента продолжить на следующей неделе. Заседание профильного комитета продолжалось до позднего вечера. В его работе также принимали участие представители исполнительной власти, в частности, вице-премьер-министр финансов Джансух Нанба, который в интервью нашей программе прокомментировал сложившуюся ситуацию и обозначил дальнейшие действия законодательной и исполнительной ветвей власти. Комитетом утвержден новый проект закона на 2020 год, в котором учтены предложения и парламента, и исполнительной власти. Особо хотел бы отметить следующие изменения. Речь идет об предложении спикера парламента Валерия Еремеевича в части увеличения пенсии. Речь идет о 100% увеличении доплаты к пенсии граждан, которые не получают пенсию иностранного государства. То есть, проще говоря, наши граждане, которые не получают российскую пенсию, получают 500 рублей, это базовая пенсия, доплата в размере 1000 рублей в зависимости от категории. Вот эта доплата будет увеличена на 100% в будущем году. Данное предложение, безусловно, детально было проработано и со стороны исполнительной власти, и со стороны парламента в рамках работы комитета. И, как я уже сказал ранее, данный проект утвержден. Ну и в установленном порядке будет на сессии, которая будет проводиться в понедельник, представлено на рассмотрение депутатов. Банковская система – неотъемлемая составляющая экономической системы любой страны. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Тем самым понятна необходимость и важность банковских структур как для бизнеса, так и для экономики страны в целом. Роль банковской системы в современной рыночной экономике огромна. Изменения, происходящие в ней, тем или иным образом затрагивают всю экономику. Во всем мире банки имеют огромную власть. Как развивается банковская сфера в Абхазии? Что нужно сделать, чтобы банки Абхазии стали одним из звеньев мировой финансовой системы? Гость нашей сегодняшней программы – председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия. Беслан Владиславович, практически завершен 2019 год. Каким он был для главного банка страны? На самом деле он был, как всегда, сложным, но однозначно легче, чем предыдущий год, потому что все сложности, связанные с проблемами сберегательного банка, отражались на всей банковской системе. И лишь в этом году, в 2019, несмотря на то, что у нас 2 года назад была введена временная администрация в Сбербанк, она завершила свою работу и проведен ряд мероприятий по оздоровлению, только с середины этого года, с лета 2019 года, ситуация стабилизировалась, и с этого момента у нас в системе заметное улучшение. Это отражается и на работе банкоматов, на бесперебойности выдачи зарплат, пенсий, на платежах, которые осуществляют клиенты. То есть, безусловно, этот год намного легче, чем предыдущий год, хотя проблем остается много, и нужно их решать, но тем не менее можно сказать, что он прошел неплохо. Национальный банк завершает год также с прибылью почти в 70 миллионов рублей. А за счет чего удалось достигнуть вот таких вот небольших успехов, если можно сказать? Ну, дело в том, что вы же в курсе, что мы проводили комплекс мероприятий по оздоровлению ситуации. Это оптимизация расходов, изменение менеджмента, это предоставление новых продуктов для клиентов сберегательного банка, в том числе и продукты, связанные с микрокредитованием. Все это, безусловно, позволило, решить вот эти проблемы, которые острым образом стояли и расшатывали всю банковскую систему. Когда у нас один банкомат в городе, помните, работал в сберегательном банке только в головном офисе, а все другие были пустые из-за отсутствия ликвидности. Сейчас эта проблема решена. Но и в Национальном банке
проводились очень серьезные работы, связанные с развитием национальной платежной системы. Вы знаете, что в результате многолетней, можно сказать, работы, трехлетней, мы завершили в этом году интеграцию с национальной НСПК, с российской платежной системой. С лета этого года российские карты МИР стали приниматься в инфраструктуре абхазской, АПРА, вот, банкоматы и ПОСы. А с осени этого года карты абхазские, абхазская платежная система АПРА стали работать в инфраструктуре НСПК в России. Увеличилась инфраструктура, значит, национальной платежной системы. В этом году установлено более 500 дополнительно новых посттерминальных устройств, то есть мест, где можно оплачивать карточками. На сегодняшний день в Абхазии уже около 2000 точек, где граждане Абхазии, гости нашей страны могут расплачиваться картой. И есть у вас статистика, как часто люди пользуются этой услугой безналичного Да, расчета? конечно, я вам скажу, что смотрите, какая ситуация. Вот, в принципе, как вы сказали, год почти подошел к концу, и цифры, которые на сегодняшний день уже имеются, они, в принципе, не сильно будут отличаться от того, что будет через несколько дней по итогам года. Вот если в прошлом году через инфраструктуру АПРА было совершено операций на 12,5 миллиардов рублей, то в этом году более 15 миллиардов рублей. То есть на 2,5 миллиарда рублей через карточки оборот вырос у нас, это получается, на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Что интересного происходит, если говорить по цифрам? Когда мы начинали проект по запуску платежей через карточки, это в 2015 году, да, вот там активно эти мероприятия проводились, то картина выглядела следующим образом. 90-95% операций были связаны со снятием денег через банкоматы, и лишь до 5% объема были связаны с платежами по карте. Это было обусловлено небольшим количеством точек, где можно было расплачиваться карточками. Сегодня, по мере того, как эта инфраструктура развивается, количество посттерминальных устройств увеличивается. По последним данным, около 45-47%, то есть почти половина операций, это уже не снятие денег с банкомата, это уже платежи. То есть сегодня 50 на 50. Это связано с тем, что при покупке товаров, при оплате товаров и услуг картой с клиента не взимается комиссия. А когда туристы приезжают в Абхазию и снимают деньги с банкомата в наличность, то у них удерживается комиссия, которая установлена банком-эмитентом, то есть российским банком. И это невыгодно. В основном этой услугой пользуются туристы, чем местные население? Значит, картина так выглядит. Если говорить о российских картах и абхазских, вот из 15 миллиардов рублей, миллиарда 3,5 это российские карты, 11,5 миллиардов это абхазские карты. То есть понятно, что львиная доля на держателей карты АПРА приходится. И еще одно серьезное достижение, как нам кажется, это интеграция системы денежных переводов «Контакт». Речь идет о том, что сегодня на карты АПРА, причем не только карты АПРА World, а старые карты, которые локально работают на территории Абхазии, с международных карт, причем не только с российских, можно перевести деньги и пополнить счет карты через, значит, выход на официальный сайт системы денежных переводов «Контакт». В этом году запустился проект по переводу денег так скажем, из зарубежных стран в Абхазию, а в перспективе мы будем завершать работу по переводу денег с карт АПРА на карты, значит, других платежных систем. То есть это тоже такой интересный проект, который пользуется спросом среди граждан Абхазии и гостей нашей страны. Вы вот только что сказали, что вопрос ликвидности средств стал как-то легче решаться, и, по крайней мере, не так остро он на сегодняшний день стоит. Хотя в течение года мы не раз говорили о том, что проблема эта очень актуальна в Абхазии. За счет чего? За счет чего удалось решить этот вопрос? На самом деле проблема, она сохраняется. Конечно, мы говорим о том, что у нас избыток ликвидных средств в Абхазии в банковской системе невозможно. Мы говорим о другом, что сегодня лучше, чем вчера. Да? То есть эта проблема
решается медленно, постепенно, потому что, вы знаете, колоссальная дыра в сберегательном банке в 1,5 миллиарда рублей для коммерческого банка Абхазии. Это серьезный такой пробел, который нужно как-то компенсировать, решать. Но мы за счет чего это делаем? За счет того, что стараемся соотносить объем выданных средств в кредит и объем средств, вернувшихся от заемщиков в сберегательный банк. То есть сегодня мы балансируем между тем, чтобы выдать определенную сумму населению и ждать погашения. Вот я вам на примере покажу. С 1 июля 2019 года полностью приостановлена выдача кредитов в сберегательном банке Абхазии. То есть все проекты по кредитованию до конца года остановлены. Как раз таки для того, чтобы не обострять проблему ликвидности. Вот по итогам первого полугодия 2019 года сберегательный банк выдал кредитов, микрокредитов населению на сумму более полмиллиарда рублей. А привлек денег от граждан, значит, всего лишь на 100-120 миллионов рублей, несмотря на то, что ставки по кредитам очень высокие. И получается, банк выдает 500, а принимает от граждан всего лишь 100-120. И, естественно, такими темпами банк не может развиваться, потому что изымаются ликвидные средства. Понятно, они работают, понятно, хорошо для банка, банк зарабатывает, но нужны средства, чтобы заполнять банкоматы, осуществлять платежи, пополнять кассы. И поэтому с 1 июля кредитование остановлено, и каждый месяц идет возврат ранее выданных средств. И благодаря тому, что кредиты были приостановлены, за полгода вернулось около 300 миллионов рублей. Отвечая на ваш вопрос о том, как же удается улучшать ситуацию с ликвидностью, это, безусловно, за счет ограничений выдачи кредитов. С одной стороны, мы решаем проблему ликвидности, с другой стороны, это негативно сказывается на доходности банка. Безусловно, кредитная база является как бы таким движущим фактором, что ли, да, для развития экономики. В этой связи большое значение имеют долгосрочные кредиты, которые могут выдаваться предпринимателям там, под сравнительно небольшие ставки процентные. Есть ли перспектива в этом направлении? Значит, вы правильно говорите о том, что кредитование является источником дополнительного экономического роста, но мы должны, понимаете, в чем дело? В Абхазии находимся в некоторых специфических условиях. То есть все модели развития, кредитования, то, что мы знаем из теории экономики, из теории банковского дела, они здесь работают в специфических условиях, а иногда даже и не работают. Речь идет о том, что Национальный банк хоть является как бы по сути центральным банком страны, но его условно можно назвать центральным, поскольку он лишен главного инструмента. Мы не являемся эмитентом валюты. То есть Банк Абхазии не печатает деньги. И это делает его совершенно не похожим на другие центральные банки, которые проводят полноценно кредитно-денежную политику. Когда мы говорим о кредитовании экономики, мы можем использовать исключительно привлеченные средства от клиентов. Но источников других нет. То есть если организации, предприятия будут иметь большие обороты в бизнесе, будут держать остатки на счетах в банках, тогда у банка появляется ресурс. Либо второй вариант, если вкладчики, граждане Абхазии, будут доверять банковской системе, будут размещать депозиты, вклады, и тогда у банков появляются ресурсы. Нужно сказать, что за последние 5 лет объем вкладов в сберегательный банк практически удвоился. Если в 2015 году объем вкладов составлял около 500 миллионов рублей, физически, это деньги вот, простых людей, да, то сегодня население, граждане Абхазии разместили в сберегательный банк почти 1 миллиард рублей. То есть объем растет. И это те деньги, которые может банк использовать для проведения, значит, политики по кредитованию. Нужно быть как бы прагматиком, реалистом, не строить фантазии. Сегодня сберегательный банк и банковская система Абхазии, к сожалению, не способна предоставить тот объем ресурсов кредитных, на которые есть спрос среди бизнеса, так скажем, среди предпринимателей, среди крупного, мелкого бизнеса, среди населения. Мы как-то делали замер по спросу, по потребностям на кредитные ресурсы. Он оценивается там, в 20-30 миллиардов рублей
с тем, чтобы удовлетворить потребности тех, кто в кредитных ресурсах нуждается. Безусловно, это тот объем денег, который отсутствует вообще в экономике Абхазии в виде свободных средств. Потому что в банк, тем более на долгий срок, как вы спрашивали, попадают только свободные, временно свободные средства, которые там граждан, предприятия, организаций. Поэтому я смею там предположить, что в перспективе манны небесной не будет, что там с завтрашнего дня у нас пойдут большие деньги, долгие кредиты. То есть у нас будет процесс развития идти так, как он идет сегодня, медленно, стабильно, шаг за шагом, мы будем выравнивать ситуацию. Другое дело, я бы хотел сказать то, о чем не любят говорить и как бы слушать, что даже если бы сегодня в сберегательном банке были бы миллиарды рублей, нужно быть объективным и сказать, что нет качественных, в большом количестве качественных заемщиков, которые брали бы крупные суммы. Их единицы, на пальцах можно пересчитать. Это те крупные предприниматели, которые бы взяли, значит, ресурсы, инвестировали бы и получили бы тот или иной результат. Потому что это связано с вопросами обеспечения, залоги, гарантии, возврата денег. И ведь это не только абхазская проблема. Мировой опыт свидетельствует о том, что предприниматели, которые начинают свое дело, свой бизнес, обращаются в банк за кредитом, в большинстве случаев у них ничего не получается. И стоит вопрос возврата денег. Где их взять? Ну, вы не в первый раз об этом говорите, вы говорите поэтому, об этом довольно-таки часто. Поэтому эта проблема тоже существует. Работа никакая не ведется в этом направлении, да, чтобы этот механизм заработал? Работа, конечно, ведется. У нас дело в том, что нет таких объемов денег, чтобы эта проблема остро стояла. Да? Сегодня мы решаем проблему за счет предоставления обеспечения в виде, значит, доходов, поступающих на карты АПРА, в виде коммерческой недвижимости, в виде гарантийных писем от банков коммерческих, либо от крупных предпринимателей. Работает служба судебных приставов, судебная система, но, опять же, статистика показывает, даже вот можно выводы уже сделать по итогам 2-3 лет, как процессы кредитования активно начались в Сбербанке. Что мы видим? Кредиты, выданные под карты АПРА, то есть это в основном микрокредиты, да, и потребительские кредиты. Картина следующая. 73% заемщиков, получающих кредит в банке, микрокредит, самостоятельно, добросовестно возвращают кредиты, обслуживают его, как положено, в соответствии с условиями договора. 27% заемщиков не справляются с этим. Но банк все равно ничего не теряет, потому что есть карты, есть поручители, с которых банк списывает деньги. Теперь другая картина, то, что касается бизнеса. Ведь у нас были проекты, помните, по кредитованию малого бизнеса, среднего и по сельскому хозяйству, по производству и по оказанию услуг. 200 миллионов. Неизвестно, ни один кредит. Практически нет. Мы только за счет того, что были залоги, обращались в суды, выигрывали. То есть вот статистика, вот она. При том, что была создана одна комиссия, вторая комиссия, значит, мы очень строго отбирали и на нас обижались, что слишком много требуем от заемщиков, требуем хорошего обеспечения. И слава богу, что требовали, потому что мы понимали, что картина может быть не такой, как люди расписали себе в бизнес-планах или представили. Революционных резких движений в этом направлении не будет. Отвечая на ваш вопрос о том, что будут ли с завтрашнего дня длинные дешевые кредиты, скорее сказать нет, чем да, потому что очень много факторов, которые об этом говорят. Мы единственное можем говорить об эволюционном развитии этого процесса. Как обстоят дела с погашением кредитов крупными должниками, в частности, список которых был в конце прошлого года даже вывешен на сайте? Вы имеете в виду то, что Генеральная прокуратура вывесила на сайт? Есть ли успехи в этом деле? Ну, там относительные успехи. Насколько я помню, это кредиты, которые были предоставлены сберегательным банком с 2000 года по 2015, да, по-моему, там такой за 15-летний период на сумму 600 миллионов рублей. Из них где-то, наверное, 130 миллионов погашено. 130 миллионов. С остальными, с какими-то
клиентами ведутся переговоры, реструктуризации, кто-то уже умер, что-то безнадежно, где-то исковая давность прошла. Но вот цифра такая, 130 из 600. Ну и поговорим немного о планах на будущий год. Что нового вы нам предложите потребителям? Значит, Национальный банк будет работать в направлении развития национальной платежной системы. Здесь что хочу сказать, какие есть направления в деятельности Национального банка. В следующем году мы завершаем выплату субординированного кредита, сумма 700 миллионов, которая была взята в 2010 году, и возврат начался с 2015, в следующем году будет завершен. В сберегательном банке планируется создание новых кредитных продуктов. Мы будем думать над снижением процентных ставок. Понятно, совсем дешевыми кредиты не будут, но со следующего года и вклады будут дешевле, не под 18%, а уже там под 16%, под 15%. Соответственно, привлеченные ресурсы будут немного дешевыми, соответственно, и дешевле будут кредиты. Я думаю, потихонечку, там раз в полгода, раз в год мы будем корректировать и плавно опускать процентные ставки как по вкладам, так и по кредитам. Предполагаем создание кредитных продуктов для социально незащищенных слоев населения. Есть идеи, сделать относительно других более дешевые кредиты для многодетных, для инвалидов и так далее. Тоже проработаем список клиентов банка, которые могут обращаться в банк за получением. А также Национальный банк будет активно работать по развитию национальной платежной системы АПРА. Мы ожидаем расширения географии, использования карты АПРА-ВОЛ за пределами Абхазии. То есть это некоторые страны постсоветского пространства, Вьетнам, Турция, другие страны. Везде, где будет карта МИР работать, везде будут работать и карты АПРА-ВОЛ. Параллельно с этим мы начинаем работу по интернет-эквайрингу. Это что такое? Мы хотим сделать сервис, позволяющий гражданам Абхазии, имеющим карту АПРА, осуществлять покупки через интернет. Третье направление, над которым придется работать Национальному банку, это продолжение интеграции с системой денежных переводов «Контакт». А мы сейчас ставим задачу обратного перевода, чтобы гражданин Абхазии мог с карты абхазской АПРы перевести деньги на любую другую карту за пределами Абхазии, тоже через систему денежных переводов «Контакт». Четвертое – это реализация сервиса по бесконтакту. Сегодня как пользуются наши граждане картами? Вставляют карту в посттерминал и набирают пароль. Бесконтактно предполагает прикладывание карты, считывание, да. То есть в этом направлении, 4 основных направления, которые будут вестись по развитию национальной платежной системы. Это на самом деле очень большие, сложные проекты. Это так и легко рассказал, что будет одно, второе, третье. Какие-то проекты будут реализованы в течение 2-3 месяцев, а какие-то могут занять год, 2 или 3. Сейчас только дорожные карты мы разрабатываем, но это такое стратегическое направление, над чем нужно работать. И помимо этого мы будем способствовать развитию мобильных приложений для клиентов коммерческих банков. Это очень важно. Любая позиция, любая опция, которую мы хотим развивать, она предполагает инвестиции. И это тоже фактор, который немножко оттягивает процесс развития и укрепления банковской системы. Но тем не менее мы это все будем делать. 24 декабря президент Рауль Хаджимба провел расширенное заседание Совета безопасности по вопросу организации осеннего призыва, в котором приняли участие главы районов и городов республики. На заседании было отмечено наличие трудностей в выполнении плана призыва. Было подчеркнуто, что для успешного проведения призыва необходимо тесное взаимодействие всех органов государственной власти, организаций и учреждений, участвующих в мероприятиях по подготовке и проведению призыва. Президент поручил главам администрации районов и городов обеспечить координацию деятельности призывных комиссий, органов внутренних дел и лечебных учреждений. В качестве предложений на заседании была озвучена возможность изменения порядка
порядка предоставления призывникам отсрочки для продолжения образования в высших учебных заведениях. А именно, предложено предоставлять право на получение отсрочки от призыва на военную службу до завершения обучения на первом курсе. При этом установить срок службы в 1 год. Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам работы таможенных органов. Правительству до конца первого квартала 2020 года поручено разработать проект программы по модернизации работы таможенных органов сроком на 2 года. В программе предполагается предусмотреть материально-техническое обустройство таможенных пунктов пропуска, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля, строительство таможенно-логистических терминалов. Президент отметил, что создание современных материально-технических условий необходимо для повышения качества работы таможенных органов, улучшения качества таможенного оформления и досмотра. 32 основных и 8 дополнительных вопросов в повестке дня рассмотрели члены правительства на последнем в году заседании Кабинета министров. 16 вопросов касались назначений заместителей руководителей министерств и ведомств. Кабинет министров Абхазии утвердил лесосечный фонд и перечень лесовосстановительных работ в Абхазии на 2020 год. Объем вырубки леса в следующем году сократится на 1000 кубометров и составит 28 580 кубометров. Из общего объема леса более 19 тысяч кубометров составит бук, 8,5 тысяч хвойные породы деревьев и 420 кубометров ольха. Решением правительства с 1 января 2020 года ежемесячные доплаты в размере 1000 рублей будут получать пенсионеры по возрасту и за выслугу лет. А пенсионерам, имеющим почетные звания, размер пенсии увеличат на 500 рублей. На заседании было принято решение о ликвидации республиканского унитарного предприятия «Абхазвино» и отзыве неиспользованных средств из резервного фонда Кабинета министров в размере 250 тысяч рублей, выделенных ранее общественной благотворительной организации. Министерству здравоохранения и соцобеспечения выделены средства на единовременную выплату к Новому году финансовой помощи многодетным семьям. 13 семьям с 7 детьми по 10 тысяч рублей предполагается выплата, 3 семьям с 8 детьми по 12 тысяч рублей предполагается выплатить, 2 семьям с 9 детьми 14 тысяч рублей, по 14 тысяч рублей на семью, и 1 семье с 10 детьми 16 тысяч рублей на семью. Проект предполагает также выделение средств аппарату правительства на покрытие расходов, связанных с проведением 18-й межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Итоги деятельности Россотрудничества в Абхазии подвели в пресс-центре мультимедийного центра «Спутник Абхазии». Представительство Россотрудничества работает в Абхазии с 2009 года. На протяжении 10 лет представительством было реализовано немало проектов, направленных на развитие культурных, образовательных, научно-технических и информационных связей между Абхазией и Россией. В рамках сотрудничества Министерств просвещения Абхазии и России ежегодно абхазским абитуриентам, исходя из экономических потребностей республики, выделяются квоты для обучения в российских вузах. Так как количество квот ограничено, представительство Россотрудничества проводит отборочные испытания. В рамках образовательной деятельности Россотрудничество также проводит бесплатные курсы русского языка. Кроме того, представительство активно сотрудничает со школьными образовательными учреждениями, где проводит специализированные уроки на различные темы. Одним из самых масштабных мероприятий программы – организация учебно-образовательных поездок в Россию. Ежегодно около 1000 молодых победителей различных конкурсов посещают Москву и Санкт-Петербург. В Сухуме прошел бизнес-форум «Абхазия-Крым». В его рамках состоялся круглый стол под названием «Диалог бизнеса Крым-Абхазия. Развитие торговых отношений». Организаторы мероприятия – Фонд международного делового сотрудничества, Торгово-промышленная палата Абхазии, Министерство экономического развития Республики Крым и Южный региональный центр поддержки экспорта. Последние 5 лет Абхазию и Крым связывают не просто дружеские отношения, но и активно развивающиеся партнерские. Сотрудничество между двумя республиками набирает обороты. Уже на постоянной основе в рамках заключенных договоренностей работает совместная Абхазо-Крымская межправительственная комиссия, на заседании которой обговариваются не только реализованные проекты и мероприятия, но и обсуждаются перспективы двусторонней работы. Одним из важных направлений развития сотрудничества участники круглого стола видят расширение возможностей для представителей бизнес-сообществ двух республик.
в рамках нашей бизнес-миссии, которую мы будем осуществлять в Республике Абхазия, наши представители бизнеса, представители предпринимательской деятельности найдут точки соприкосновения с представителями бизнеса Республики Абхазия и что скажется на социально-экономическом развитии наших республик. Союз художников Абхазии выбрал лучшего художника года. Им стала Сабина Кварчелия. Жюри присудило первую премию и ее работе «Дучка читает». В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошла ежегодная выставка номинантов конкурса «Лучший художник года», на которой были представлены более 70 работ в жанрах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры. Второй премии удостоена картина художницы Мактины Цвижба «Сон». Третья премия присуждена от Гуру Пилия за пейзаж Рица. До наступления нового 2020 года осталось совсем немного. Через несколько дней 2019 год и события, произошедшие в нем, станут достоянием истории. Насколько плодотворным уходящий год оказался для Абхазии, размышляют эксперты, ученые, аналитики. Репортаж Амелии Бисмарк. Год 2019 подошел к концу. Человечество стоит на пороге шага к новому десятилетию 21 века. Самое время подумать о будущем, но прежде следует подвести итоги года уходящего. Каким 2019 был для Абхазии? Что нового и позитивного он принес с собой? А какие проблемы проявились особенно явно? Подборку основных событий смотрите в нашем репортаже. Несомненно, одним из важнейших событий не только 2019 года, но и минувшего пятилетия стали для народа Абхазии выборы главы государства. Впервые в истории страны они прошли в 2 тура, первый из которых был назначен на 25 августа. По результатам голосования определились 2 кандидата – Рауль Хаджинба и Алхаз Квициния. Повторное голосование состоялось в республике 8 сентября. По его итогам Рауль Хаджинба набрал 47,39%, а Алхаз Квициния – 46,17% голосов. Таким образом, действующий глава государства был переизбран на 2-й президентский срок. Рад вас всех видеть вновь. Будем продолжать. И пусть будет даже трудно, но те работы, которые были начаты. Однако второй кандидат в президенты, лидер партии Амцахар, заявил, что не признает выборы состоявшимися. Свою точку зрения Алхаз Квициния аргументировал тем, что ни один из кандидатов не набрал в ходе 2-го тура 50% голосов. Он подал жалобу в Верховный, а затем и в Конституционный суд страны. Таким образом, ситуация в обществе осложнилась. Следует отметить, что судебные разбирательства по данному делу продолжаются и сегодня. Однако важно подчеркнуть, что все политические силы Абхазии в данном случае приняли решение действовать и отстаивать свою точку зрения в рамках правового поля. Это не может не говорить об определенной зрелости общества, подчеркивает директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния. Конкурирующие или же оппонирующие группы, мы называем политические силы, политические организации, партии, они все понимают, что нужно действовать в рамках этого закона, в рамках права, и тогда избиратель же тоже он смотрит, и если мы уходим за рамки с этой стропы законной, конечно, избиратель от нас будет отворачиваться. Это понимают все, это классика. Поэтому надо это отмечать, что как бы не был накал, в любом случае все было в рамках допустимого. И я думаю, что и дальше будет идти уже один раз, когда привыкаешь к правовым шагам и не позволяешь себе лишнего, то, наверное, это уже привычка тоже. Так же, как и привычка, если ты позволяешь себе негатив, значит, ты будешь дальше тоже негативом заниматься. Поэтому это нужно считать, что зрелость, это и опыт, и, нужно говорить о том, что политические силы дошли до того, что они, понимают, что, работая с избирателем, нужно все-таки в рамках закона это делать. Реструктуризация системы Кабинета министров – еще одна достаточно актуальная тема, обсуждаемая в обществе. Главой исполнительной власти в 2019 году была инициирована серьезная оптимизация государственных органов. В ее рамках было упразднено Министерство сельского хозяйства и Министерство по курортам и туризму. Значительно была расширена подведомственная сфера Министерства здравоохранения. В его состав вошли Министерство труда и социального обеспечения и 4 внебюджетных фонда. Ряд государственных комитетов были переформированы в управление. Насколько необходимы и оправданы подобные изменения с экономической точки зрения? В принципе, это реальное сокращение государственного аппарата. Из года в год мы об этом говорим, начиная с 90-х годов, кстати. Нам бы хотелось, конечно, чтобы были связаны у нас какая экономика, какие объемы, какое количество населения, которых обслуживает государство, в том числе и в социальной сфере, и соотношение к чиновничьим аппаратам.
То, что в последнее время мы в кабинете министров услышали информацию, там около 75 штатных единиц сокращено, это неплохо. Польза от подобной реструктуризации увеличится, если региональные отделения органов госвласти начнут работать более активно. Экономическая ситуация значительно изменится в положительную сторону в случае роста перераспределения средств в районы, говорит Заур Шалашава. У нас принимаются множество законов, а законы должна реализовать исполнительная власть. А исполнительная власть, она республиканская и местная, начиная от министерств и ведомств, кабинета министров, министерства ведомства, администрации городов, районов, сел, поселков. Вот эта вся цепочка, она где-то останавливается на уровне районов, если мы села и поселка еще возьмем. Вот она должна логически до конца доходить, потому что села сегодня остались они в системе, именно с администрацией сел, они в системе госуправления реально, исполнительной ветви власти. Но по функциям они должны, но реальной базы финансовой у них нету. То же самое касается районов Республики Абхазия, за исключением города Сухум относительно, я могу сказать, районов Республики Абхазия, где финансовая база явно недостаточна для реализации своих функций по обеспечению, именно обслуживанию местного населения по коммунальному или по другим разным проблемам. По словам ученого, чисто экономические показатели развития Абхазии за 2019 год, в отличие от предыдущих периодов, положительные. У нас нет явных спадов в развитии отраслей экономики. Есть более быстро развивающиеся отрасли экономики, как курорты и туризм, как транспорт и связь, особенно связь, я должен отметить, и так далее. Но у нас есть отставание по энергетике в определенном смысле, и эти вопросы в целом понятны. Но мне хотелось бы, чтобы вот это, что экономические показатели, которые у нас в целом положительные, и в области внешнеэкономической деятельности в том числе, чтобы это отражалось на результатах деятельности каждого гражданина, это в первую очередь. И второе, на социальном положении наших граждан, особенно малоимущих слоев населения, пенсионеров, работников социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, науки и так далее в этом плане. Значительную прибыль государству приносят предприятия реального сектора экономики. Что касается туристического направления, то минувший летний сезон оказался достаточно удачным. Положительные изменения в данной отрасли прогнозируются и в следующем году. Нельзя обойти стороной и то важное событие, что в рамках соглашения, подписанного между Абхазским морским пароходством и российской компанией «Черноморские круизы», в республике налажено морское пассажирское сообщение. Тестовый заход лайнера «Князь Владимир» в порт Сухум стал настоящим событием для жителей столицы. В настоящее время полным ходом идет продажа билетов, предполагающих морское путешествие с посещением Сухума. Отдельно отметим, что в этом году завершилась российская инвестиционная программа на 2017-2019 годы. Ее итоги были подведены на пленарном заседании межправительственной комиссии. Построены многие объекты детских, дошкольных, школьных учреждений, объекты здравоохранения, объекты экономики, как молзавод, много объектов энергетики, дороги протяженностью около 600 километров. Вся эта работа была проделана с помощью Российской Федерации. В ходе заседания премьер-министр Абхазии и заместитель председателя правительства России Виталий Мутко обсуждали повестку следующей инвестпрограммы, реализация которой начнется в 2020 году. Прежде всего, устранение инфраструктурных ограничений для социально-экономического развития Абхазии, включая строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов энергетической, коммунальной, инженерной инфраструктуры. Это, конечно, должно способствовать привлечению частных инвестиций в бизнес. Во-вторых, продолжим формировать благоприятный инвестиционный климат для развития малого и среднего бизнеса, создания рабочих мест. Среди прогрессивных достижений экономической сферы необходимо отметить и интеграцию платежной национальной системы АПРА и российской системы МИР. Это открывает дополнительные возможности для жителей Абхазии. Позволят держателям этих карт, преимущественно гражданам Республики Абхазия, использовать ее не только в Абхазии, как это было в последние годы, но и за пределами Абхазии в инфраструктуре НСПК «Мир». То есть это в Российской Федерации, в Армении, в Турции, в ряде других стран. Нельзя обойти стороной и непростую криминогенную обстановку в республике. В частности, в конце ноября в центральной части столичной набережной произошло резонансное преступление – перестрелка, в которой погибли и получили тяжелые ранения несколько человек. После случившегося в обществе стала широко обсуждаться возможность принятия закона против организованной преступности, который был внесен на рассмотрение парламента президентом страны в марте 2019 года. Не только этот законопроект
законопроект, но и другие разные нормативные акты, которые необходимы в этой сфере с точки зрения большего эффекта при борьбе с преступностью, а в том числе и организованной преступностью, они необходимы. И нужно делать решительные шаги. Я думаю, общество этого желает раз. Думаю, что власть и соответствующие субъекты процесса и законотворческого в том числе, они тоже, наверное, все-таки готовы к этому. И я думаю, в этом плане мы увидим результат. Неотъемлемой частью общественной жизни является ее культурная составляющая. В этом смысле 2019 год был достаточно богат на различные события. Премьерные показы спектаклей на русском и абхазском языках, яркие концерты и фестивали, выставки и представления гармонично составили афишу культурных мероприятий уходящего года. Много сюрпризов, очень много нового. Это касается и абхазского театра, и Русдрама имени Фазиля Искандера, если говорить о театре. А если говорить о музыкальном искусстве, то очень интересные были концерты. Очень интересно было то, что в филармонии имени Раждена Гумба открыли малый зал на 2-м этаже. Там проходят концерты, камерные концерты. Особенно хочется подчеркнуть, что в этом году был, конечно, как всегда, это был фейерверк, праздник. Впервые на стадионе фестиваль Хибла Герзма приглашает. Это поистине был подарок всему абхазскому народу, и столько людей могли живьем посмотреть этот концерт. Спектакль «Ромео и Джульетта» на абхазском языке в постановке от Гураковой прекрасно дополнил репертуар Абхазского государственного театра. Еще один спектакль «Электро» с успехом прошел в театре Искандера. Музеи республики также прожили насыщенный год. Литературно-мемориальный музей Гуля в этом году принимал участие в интермузее. Это выставка, которая проходила в Манеже, в Москве. Это было это была грандиозная выставка, и наше участие в этой выставке, конечно, дорогого стоит для нас, для нашей истории, для истории нашего музея. К концу года также необходимо подвести определенные итоги спортивных достижений. Наш Игорь Адлейба очень здорово себя проявил. Чемпионом мира по одной из версий профессионального бокса он стал среди молодежи. У нас Жаня очень тоже хороший боксер. Ну, бывает так, год удачный, один год менее удачный, но я считаю, что он тоже один из тех самых перспективных наших спортсменов, который на ниве бокса может добиться многого. Но это профессионалы. Есть у нас еще любители боксеры. Ну, конечно, они помоложе, да, но во всяком случае перспективы их роста, они однозначно есть. Менее активно спортсмены проявляют себя в командных видах спорта. На это есть свои причины, отмечает Рафаэль Ампар. У нас команда одна по волейболу играет на первенство города Сочи. К сожалению, это не тот, может быть, уровень, по большому счету, но у нас и команда по волейболу сейчас не может похвастаться высоким уровнем, потому что общее состояние волейбола, пока можно сказать на троечку только, да. Что касается баскетбола, здесь ветераны, правда, стараются наши продолжать заниматься этим видом спорта. А если иметь в виду более младшее поколение, здесь опять-таки трудно участвовать где-то, прежде всего в России, в каком-то официальном турнире, если ты не особо готов. Поэтому здесь опять-таки нужно заниматься серьезнее, чтобы этот вопрос с помощью, конечно, государства мог быть решен. Если иметь в виду футбол, то здесь есть определенные проблемы, и мы об этом не скрываем. У нас ребята, которые достигают, скажем, 18-17 лет, порядка 70% они оставляют заниматься футболом. Ну и получается, ставку делаем только на тех, кто остается. Но и у них тоже должен быть определенный стимул. Еще один год подошел к завершению. Несомненно, он был насыщенным для жителей республики. Мы выбирали президента, встречали первый пассажирский корабль, чествовали послов и гостей, тестировали новшества в различных сферах, вместе переживали утраты и радовались достижениям, гордились своими героями, спорили, мирились и любили, оставаясь при этом единым обществом независимого абхазского государства. Амелия Бисмарк, Дэвид Анкваб для событий недели.
Настоящим праздником для любителей классической музыки стал концерт, состоявшийся в преддверии Нового года в Абхазском государственном драматическом театре. Здесь впервые прозвучали национальные абхазские напевы, написанные в виде сюиты для домры и фортепиано в исполнении лауреатов международных конкурсов Нади Савенко и Андрея Зенина. К миру прекрасного прикоснулась и Гугуца Вардания. Сохранить музыкально-этническое наследие Абхазии, изучить и собрать воедино композиции из абхазского фольклора. В столице прошла презентация абхазской сюиты, музыкального жанра, состоящего из последующих друг за другом старинных мелодий. Чтобы послушать мелодии из глубины веков, в Абхазском драматическом театре собрались музыканты и ценители искусства. Произведение «Абхазская сюита» написано композитором из Адыгеи Надеждой Савенко при поддержке настоятеля храма Иоанна Златоуста в Каманах, игумена Игнатия Киут. Надежду Савенко вдохновила красота абхазской природы. Музыкант уже не раз посещала нашу республику. Когда приезжаешь в эту страну, общаешься с людьми очень добродушными, очень открытыми, видишь эти монументальные картины природы, это не может не найти отклик в сердце. И будучи музыкантом, это вылилось в такое произведение, национальное произведение. Я постаралась здесь отразить жизнь, абхазскую жизнь, но при этом все абхазские напевы пропитаны страданиями народа, нелегкой историей, судьбой. Но все-таки луч добра, света, добро всегда побеждает. Поэтому начинается произведение и заканчивается в мажорной тональности. Кропотливая работа по собирательству фольклора к абхазской сюите шла более 6 лет. В поисках подлинных национальных музыкальных истоков Надежда Савенко и настоятель храма Иоанна Златоуста в Каманах игумен Игнатий Киут посетили не одну библиотеку, дома писателей, колледжи и училища. Вместе они по крупицам собирали материал музыкально-этнического наследия Абхазии. Многие книги утеряны, библиотеки во время войны были, многие книги уничтожены, были ценные, и пришлось заново все это воссоздавать. Поэтому Надежда потратила много усилий. Конечно, я помогал ей, искали библиотеки, где была музыкальные коллекции. Но потом, конечно же, милостью Божией, она аранжировки сделала тех музыкальных произведений, которые она нашла. Думаю, что это очень полезно будет для нашего общества, потому что музыкальный фольклор имеет очень большое же значение для нашей жизни. Оно не должно быть предано забвению. Приезжая в Абхазию и тщательно изучая абхазский фольклор и народные песни, композитор из Адыгеи переложила их на ноты для домры, струнный щипковый музыкальный инструмент и фортепиано. В планах у организаторов данного проекта продолжить работу по изучению и сохранению музыкально-этнического наследия Абхазии. Гугуца Вардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Такими были события уходящей недели. Совсем скоро страна вступит в новый 2020 год, новое десятилетие и новую историю. Я и вся команда событий недели поздравляем вас с наступающим праздником. Пусть новый 2020 год принесет Абхазии только позитивные события, а каждой семье мир, любовь и благополучие. До встречи в новом году.